Переходим к рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляет судья Бабукеева Миргуль Расколбековна. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания. Конституционный суд Кыргызской Республики с 17 октября 2022 года поступило ходатайство Алмазбекова Тилека Алмазбековича о проверке соответствия пунктов 10, 11, 12 и 13 порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной ложной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет, утвержденного постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года за номером 204, части 1 статьи 5, части 3 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Заявитель в своем обращении указывает, что оспариваемыми нормами дается исключительная возможность только заявителю защищать свои права, в том числе обжаловать принятое уполномоченным государственным органом решение в порядке, установленном законом Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах. При этом другой заинтересованной стороне, владельцу сайта или страницы сайта, данное право не предоставлено. По мнению заявителя, данное ограничение является дискриминационным и недопустимым по отношению к владельцу сайта или страницы сайта и негативно влияет на реализацию гарантированного Конституцией права на свободу слова. Субъект обращения считает, что в обозначенном порядке отсутствует принцип состязательности сторон при рассмотрении заявления о приостановлении работы сайта или страницы сайта в связи с публикацией информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию заявителя. Всеми правами наделен только заявитель, при этом лицо или организация, опубликовавшая информацию, никак не участвует в рассмотрении жалобы на их действия, соответственно, не может защищать свои права при рассмотрении жалобы. Лицо, опубликовавшее информацию, обязано исполнить решение уполномоченного государственного органа, либо обжаловать его в судебном порядке. При этом блокировка всего сайта производится сразу после вынесения решения уполномоченным государственным органом и не дается возможность владельцу сайта или страницы сайта обжаловать решение в соответствии с законом об основах административной деятельности и административных процедурах. Вместе с тем, автор ходатайства отмечает, что основные принципы и положения, раскрывающие порядок обжалования решения об удалении сайта, такие как сроки обжалования, права заявителя и владельца сайта, возможность обжаловать решение не только заявителю, но и владельцу сайта, отсутствуют в данном порядке. Кроме того, не предусмотрен порядок привлечения к ответственности за незаконное решение уполномоченного государственного органа. Также в качестве обоснования своей позиции заявитель ссылается на ежегодный 12-й раунд диалога по правам человека, в котором Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу общей негативной тенденции в области основных прав человека, в частности в отношении сужения пространства для свободной деятельности гражданского общества и усиления давления на свободу слова. В частности, им отмечено о том, что блокировка СМИ и преследование журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей, занимающихся журналистскими расследованиями, гражданским и политическим участием, критикующих правительство, противоречит обязательствам Кыргызстана по Международному пакту о гражданских и политических правах. С учетом изложенного, обращающая сторона просит проверить оспариваемую норму на соответствие Конституции. Определением коллегии Конституционного суда Кыргызской Республики от 14 ноября 2022 года обращение Алмазбека Тилека Алмазбековича было принято к производству. В ходе подготовки дела к рассмотрению на заседании Конституционного суда Кыргызской Республики 13 февраля 2023 года от представителя Кабинета министров Туйчиева поступило ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с нахождением проекта закона Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о защите от недостоверной ложной информации, инициированной депутатом Джогорку Кеңеша. В этой связи определением Конституционного суда 10 марта 2023 года ходатайство стороны ответчика было удовлетворено и производство по делу приостановлено.
Вместе с тем, установленный частью 1 статьи 43 Конституционного закона о Конституционном суде, срок, необходимый для устранения возникших препятствий, послуживших основанием для приостановления производства по делу, истек, и определением Конституционного суда от 14 ноября 2023 года производство по обозначенному делу было возобновлено. На сегодняшний день в целях обеспечения правильного разрешения дела со стороны судьи докладчика проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращений и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Уважаемые судьи, есть вопросы к Миргулю Расколбековне?